siostry życiu o ordynie bratów mniejszych kapucynów na Białorusi. Na początku tej świętej mszy tak samo przywitać naszego brata Kuzmasza, ojca Andrzeja Buksztata, Robię Kocha, bracia Wiejska, swoje śluby, a jak i w czasie tej świętej mszy będzie malica za brata Siergieja, tak samo wypraszaючи Bożych łask, tak to jest to paczuje, to jest to powiedzenie, wykonał do końca. Witają wszystkich, tak samo siebie, brata Siergieja za baćką, bratą. Dziękuję za jego życie, потому что батьки dali pierwszy początek życia. Witaj tak samo wszystkich naszych bratów kapucynów, świętorowych, którzy przybyli сегодня w tę świątynię, перед Тармачей Божьей Żerowickiej, razem wspólnie молиться za brata Siergieja, отулить его своей молитвой, swoim dobrym i czułym sercem. Dziękuję krainy. Witam wszystkich naszych parafiach, jaki on był mały, szósty. A teraz za niektórych chwilin będzie już na zawsze naszej Bogu. Zapraszamy na wspólną modlitwę. Просим Бога за наши грехи, как мы охотно могли спасть Наисвятейшего. Споведаемся.
Божане первой книги Самуэля. В те дни молодый Самуэль слушал пану под наглядом Элия. В те дни редко промовляв пану, а його не были шесты. И сталося в певний день, коли Елі спав на своем месте, Божьи его почали уже заплюшиваться и не мог бачить. И свет ж Божий еще не погас. Самуэль же спав у святыні Пана, где знаходиться ковчег Завета. И покликал пан Самуэля, а той отказал: «Вось я». И побег до Элия и сказал: «Вось я, ты меня кликал». Эли отказал: «Я не кликал тебе, вернись и спи». И он пошел и лег. Але пан покликал снова: «Самуэль». Устал Самуэль и пошел до Элия и сказал: «Вось я, а ты меня кликал». Той отказал: «Я не кликал тебе, сыне, вернись и спи». Самуэль еще не познал пана, и слово пана еще не открылось ему. Тогда пан повторил третий раз свой заклик: «Самуэль». И он устал и пошел до Элия и сказал: «Вось я, а ты меня кликал». Эли зразумел, что это пан кличет хлопца, и сказал Эли Самуэлю: «Иди спать». А через ночь эту клича откажи: «Говори, пане, послухай слуга твой». Пошел Самуэль и лег спать на свое место. Пришел пан и стал, и покликал его, как перед этим: «Самуэль, Самуэль». Самуэль отказал: «Скажи, послухай слуга твой». Самуэль рос, а пан был злый, не дозволил Самуэлу ни одному его слову упасть на землю. И весь Израиль, Дана до Бершебы, доведался, что Самуэль был установлен пророком Пана. Это слово Божие.
апостола Павла до Римлян. Брати, ті ж не ведаєте, що усі ми, охрещені в Ісуса Христа, у смерті Ягоною охрестилися. Дик ось, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, как я Христос воскрес мертвых. Деля слава Отца, так и нам ходить у обновленном житті. Бо коли ми поєднані з Ним подобенством смерті Ягоної, то повинні бути поєднані і подобенством у воскресенні, ведаючи, що були наш чоловік укружований з Ним для того, как було знищено грешне тіло, как нам не бути вже невольниками греху, бо той, хто помер, визволився від греху. Коли ж ми померли з Христом, то віримо, що і жити будемо з Ним, ведаючи, що Христос, воскресший з мертвих, уже не помирає, смерть уже не має над ним влади, бо то, що Він помер, дик помер раз і назавсёди для греху, а що живе, дик живе для Бога. Так і ви лічитеся не мертвими для греху, а живими для Бога у Христі Єсусі. Гэта слово Пана. У той час Jezus пачаў адкрываць сваім вучням, што Ён павінен ісці ў Єрусалем і шмат выцерпець ад старэйшых, першасвятароў і кніжнікаў, і быць забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пашкадуй сябе, Пане, няхай не здарыцца гэтага з табою». Ён жа, павярнуўшыся, сказаў Петру: «Адыдзі ад мяне, сатана! Ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Jesús сказаў сваім вучням: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой, і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынесе шкоду?
або што дасць чалавеку узамен за душу сваю. Бо прыйдзе Сын Чалавечы ў славе Айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле учынкаў яго. Гэта слова Пана. Хай приступить брат, який хоче скласти вечные монастые обеты. Брат Сергій Гусар. Присутниче. Дорогий брат, а в чим ти просиш Бога і Його святий костюм? Прошу, каб я мог переймати навуку і приклад нашого Пана Ісуса Христа, і каб назавсёды був прийняти у гэтую супольність братов, до смерті заховуючи со святою рупністю правила і лад життя менших братов капуцин. Дякую Пану Богу. Переважно уже перед заканчиванием школы молодой человек старается сделать некий план, хотя бы некий шкиц плана на свое життя. И звичайно, это план має некую перспективу. Слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, можна сказати, справді чудовий план. Мука і смерть. Быть может, так само учні это не разумеют, что довольно яскраво виявилося у словах Святого Петра: «Не, пане, нехай це буде від мене». Реакция такая человека старого, человека света, как утекать от того, что тяжко, утекать от крыжа, утекать от того, что, здається, меня задевает, не дает мне полноты, не дает способу самореализации, не дає самозадовольнення. І віче такого життя, як говорить нам Слово Боже сьогодні, веде до смерті. А план Христа взяти крышу. Крыши штуденные, это обовязки, верность в молитве, терпеливость, да, слабость сил и характер братов. И таких моментов я забуду шмат. І думаю, що Сергій за цей час, коли ти був у Ордені до сьогоднішнього моменту, ти вже мав можливість відкрити некоторые свои крыжи. И хочу тебе сейчас изучить еще больше. Не хвалюсь. Тяжей. Но это не значит, что ты не махчу нанести той крыш, пройти сегодня каже Слово Божие. Способ життя, освітлений Словом Божим, з'являється безсенсовним. І тому, я думаю, що ми не розуміємо сенсу свого крижа. От того, чого так само часто чекає. Без этого світу, світла, Слова Божого. Глядим сьогодні на перше читання, життя Самуеля, ми добре відаємо. Самуель уже з дитинства учився слухати. Не просто слухати, як просто послухать. Слухать так, как почуть. Слухать так, как быть открытым на то, что хочет запропоновать той, кто каже. И уже в детстве Бог поставил на шляху Самуэля, Елі, такого человека, який учив його слухати. Ведаючи, як твоє життя, Сергій, то думаю, что можно с уверенностью сказать, что и в твоем житті Бог на твоїм шляху поставив таких людей, які вчили тебе слухати. І батьки, Марина, Олександр, і ти виховався, який будеш працювати. І да, виховався, що ти, який я служив браті, починаючи від пророчства. И думаю, что, коли добре приглядится, Бог справді не шкодує нам таких людей, які допомагають і учать нас, як слухати. Так
Монашеские обряцания – это поглубление своего роста. Еще коли глядим на другое читание, я, наверное, яскраво пригадываю нам, что самое важное – обновленное життя нового человека. Бо коли мы поjednаны с Ним подобенством смерти Его, это повинно быть поjednаны и подобенством воскресения. Теж вы не ведаете, что все мы окрещены в Иисуса Христа, в смерти Его мы окрестились. Так вот мы, похованные с Ним, крещением в смерть, как и Христос воскрес мертвых, где для славы Отца, так и нам ходить в обновленном житии. Это обновленное житие нового человека, но не для самого себя, только для самого Отца. Про это нам рассказывает еще Святой Павел. И как мы помираем с Христом, то есть для нас так само сегодня добрая новина, что будем жить с Ним и в Ним. И добрая новина так само тую, якую почуєш, прослушаєш раз некий короткий момент, что коли ты все заховаешь, обещающий тебе от имя Христова життя вечное. Еще не буде особливий момент, для тебе это важное слово, брат Сергей, як і для кожного з нас, тут присутного капуцина, як для присутних тут братов і сестер Хрещених в комиссию смерти Христа. Как мы не боялись брать этой крыши, штоденности, как мы не хотели утекать от этого крыжа, слухаючи Божие Слово, яке розсвітляє нам серце этого всего. Как наше життя не было бессенсовным и наполненным только страхом. Конечно, николи життя вечное не досягается своей эмоции, або только властным неким ожиданием, або уже не интенциям. Сами это николи не зареализуем. Только эмоции Святого Христа. И Он дает силу тратить свое життя. Дає так само światło, как видать, что в житті найважніше. Być może u świecie, świat rozważає i mają swoje merkowanie odnośnie krzyża, odnośnie pokutów. Świat ma swoje ujawienie. I to jest to zjaśniaється переважно при wiecznych obiecaniach, при różnych obiecaniach, kiedy człowiek нечто обещает Богу, то это становится знаком того, что это зовсім не зважається слуху сьогоднішнього світу. Сегодня прагнение добывать, иметь, ты вчера подтвердил своим желанием, как позбыться, как не иметь никакой властности. Ты отрекался, деля на користь своего Отца в своей наемности. Это так само знак, что ты хочешь сегодня идти за Христом, уходишь в эту смерть, уходишь в то, насуперек такому способу обращения к свету, как идти не по течению, а супротив, как думать иначе, как освященное Божьим Словом выбирать то, что тебе сотрудничает життя. Бо Христос показал, что отдаючи все, не маючи ничего, маешь все. Это логика Бога. Але эту логику так само зрозуміти не можна без Слова Божого. Тому, брат Сергій, тобі сьогодні жадаю такими словами Святого Павла, які ми сьогодні почули в чтенні Євангелії з листа до Ефесців. Нехай Отець нашого Пана Ісуса Христа просвітлить Боже серце Твоего, як Ти вірив, чим надія покликає Твоего. Нехай в этом ім'ї реалізації Твоего крижового шляху допомагають Тебе святые заступництва, які будемо просити, просто так само короткий момент. И сегодня еще одна такая символичный день, это первая суббота месяца. И тебе это кольцо близкий, потому что находимся у подножия Матери Божией Жировицкой. Ее и мать говорит своего життя. Не проиграешь. Нехай святые, які вже пройшли цим шляхом,
ментальністю, способом мишлення, тратить своє життя, ментальністю держави і своїм заступництвом допомагають таким прикладом життя імкнутися і бути вірним тому, що сьогодні в присутності всіх нас сьогодні обіцяє Богу. Раз Кириллу отказываешь на питание брата пустоши, брат выкажет святое и доброходное желание, с моцной верой и волей охверовать себе Пана Богу, принявши способ життя менших братов по церкви. Як при кожній важній події християнського життя, ми будемо молитися, просячи політання об заступництві всіх святих Серафимського ордена, как допомагали нашему брату и здесь святами святого Франтишка. На знак полного отдания себе Богу по часу питания наш брат будет лежать в крыше, а все мы скилим колени. После распочнется властивый момент складания вечных обетов. Наш брат, скиливший колени перед братом пустошем, на его руки принеся Богу на прославление и хвалу Наисвятейшей Троицы, что все свое житье будет вести шляхом евангеличных парадов, убогости, послухняности и чистости, о супольности меньших братов по Буцину, заховывать желать життя, який передав братам святых Франтишек. По акте обету брат Пустош, распростерши руки над нашим братом, узнесе до Бога слово молитвы консекрации, заявляется на подтверждение сложных монастырских обетов и заразом удачной просьбой, как той, кто довел братов до этой хвилины, завсюду их благословлял у досконалому реализовании франтишканского покликания. Наприкінці усі брати перекажуть новоконсекрованому брату знак супокою, який з'являється виразом братерської любові і радості. Дорогий брат, ты уже помог для греху и освященный прозрослым. Ты хочешь досконale охверовать себе Богу праздновое и кончатковое право вечера, ховать аж до смерти, прилав життя, у досконалой чистой Божией и распочал тебе добрую справу, хай завершить. Дорогие братья и сестры, молимся до Бога и Отца Всемогущего, как раз заступи Раймания Христа евангельской доскональности и как узмоцкий в этой святой постановке. Пусть